Всем привет, я пока здесь постою, видимо. Меня зовут Кирилл Маркес, я занимаюсь продюсированием проектов в сфере моды и культуры в Ижевске, с организацией, стилизацией съемок, работаю с брендами, работаю с молодыми дизайнерами одежды, также читаю лекции. Привет. Проводил ряд личных образовательных проектов, таких как «Школа будущих трендов Одежка», куда приезжали разные спикеры, такие как Вася Волчок, ребята из Bein Open, это платформа о моде России и не только, с лекциями. И в целом сегодня расскажу вам про тренды, о том, как с ними работать, о том, что сейчас значит в современном мире понятие тренд. И приведу несколько примеров как раз-таки хороших таких кейсов, которые, сохраняя традиции и сохраняя национальный этнос, транслируют все эти свои продукты на современном визуальном языке. То есть они достаточно актуальны и среди молодежи, и среди людей более взрослых. Начнем... Давай. Начнем с такой теории небольшой. Вообще, что такое тренд? Потому что, когда я готовил лекцию, в принципе, рассказывал о трендах, я понял, что многие сталкиваются с таким понятием, что они почему-то пренебрежительно относятся к слову «тренд» и думают, что это что-то такое массовое, попсовое, популярное. И в целом, если ты в тренде, то все, ты типа не андеграунд, и ты зашквар. Но в целом, немного сухой теории, тренд — это аномалия, странность, отклонение от нормы, которая становится все более заметным в течение определенного периода времени, вовлекая все больше людей, продукты и идеи. То есть такая вирусная штука, которая постепенно захватывает мир. Можно определить тренд как явление, в котором что-то имеет тенденцию к движению, которое оказывает сильное влияние на культуру общества либо бизнес. Как вообще зарождаются тренды? Появляется небольшой тренд, и на любой тренд априори появляется антитренд. То есть если там человек, то есть определенная группа людей начинает заниматься какой-то деятельностью, либо следовать определенному мировоззрению, априори появится группа людей, которая против этого и будет делать наоборот. И только благодаря появлению антитренда, когда, инь-янь сходятся, появляется глобальный тренд, и в целом он производит некоторые сигналы, и многие путают как раз-таки сигналы с трендами в том плане, что, допустим, сигналом может быть, если про неформальное образование говорить, мы сейчас с вами находимся в школе, на смене, на образовательном мероприятии. И многие говорят, что, допустим, тренд — это проводить лекции в кафе, допустим, или в барах. Но на самом деле это является сигналом, который, если собрать несколько таких сигналов, можно понять, что тренд — это просто смещение, то есть образование в более неформальное что-то. То есть из конвенциональных институций, таких как школы и университеты, люди переходят постепенно в более неформальные заведения, то есть грани между лектором, спикером немного стираются, и это является трендом. К чему я об этом говорю? К тому, что на аналитике трендов можно делать огромные деньги, в принципе, и составлять трендбуки. По-моему, будет пример. Тренд-бюро, единственное в России, которое занимается тем, что оно анализирует эти как раз-таки сигналы, которые поступают в мире, составляет из этого трендбуки и продает брендам, трендбук стоит от 150 тысяч рублей. Можно дальше. И в целом, вообще, если говорить о том, что сейчас люди производят, будь то это мода, музыка или все что угодно, любой продукт, все можно объединить общим словом контент, потому что все мы, в принципе, связаны с соцсетями, мы поглощаем информацию визуально, мы смотрим сторис наших друзей, посты наших друзей, видео на ютубе, и неважно, что ты листаешь в ТикТоке, в Инстаграме, где угодно, это все будет, в принципе, видео либо картинка, и это может быть, тизер
нового альбома группы Passage, потом там коллекция Волчка, либо там, не знаю, Юдашкина, дальше там следующая сторис или реклама — это то, как ваша подруга на яхте каталась в эту пятницу с кем-то, следующая сторис, там, не знаю, арт-перформанс на открытии выставки, и в целом это все воспринимается единым изображением, и уже нет такого понятия, как, ну, то есть стираются вот эти вот границы между сферами деятельности людей. И в целом фото, видео, текст и личность — это все можно объединить, вот, грубо говоря, таким понятием контент. И в целом это мир, фон для Инстаграма. И дальше можно, да, перейти. Вот. И переходя от контента, хочется сказать, что одежда — это месседж. То есть это определенное сообщение, которое человек передает обществу. То есть, иными словами, это определенная принадлежность к сообществу. То есть мы, если надеваем на себя пиджак, и вот мы видим человека в пиджаке, мы можем его как-то охарактеризовать и понять, к какой социальной группе он там более-менее относится. Вот. И если человек надевает на себя одежду с брендом, допустим, написано Adidas, то тоже можно уже составить в голове определенную картинку. И, как правило, люди, которые придерживаются определенного стиля, либо покупают определенные бренды в одежде, это люди из одной тусовки. И тем же самым объясняется то, что люди пытаются покупать там паленые вещи, там какую-нибудь паленую Праду, Гуччи, вот, не имея на это каких-то средств, они тем самым хотят просто пробиться вот в эту тусовку тех, кто носит вот этот Луи Виттон, Праду там, и вообще любой тяжелый люкс. Но такое отступление, как бы если человек приходит в эту тусовку в паленых Гуччи, то это очень считывается, потому что это очень заметно, особенно на контрасте с оригинальными вещами. То есть даже по качеству, по форме и так далее. Вот. Одежда — это месседж, который человек, дизайнер, тут дизайнеры в основном, вот, он передает этому обществу вокруг. Можно дальше. И в целом все это завязано на диджитале. Потому что есть такое понятие, как диджитализация, это цифровое лицо, виртуальное тело и визуал. То есть Инстаграм-образ и макияж для селфи. В принципе, добрый день, можно садиться куда-нибудь. В принципе, сейчас даже уже бренды создают 3D-одежду, потому что не так важно, что ты покупаешь, ну то есть какую вещь материальную ты где-то приобретаешь в магазине, потому что все это делают, в принципе, для того, чтобы выложить просто фотографию в интернете. Вот. И поэтому как раз-таки бренды, они производят вот эти вот 3D-модели одежды, они работают с диджиталом, работают с пространством интернета и вообще сети. Вот здесь на фотке Lil Miquela, это виртуальная модель, одна из первых, которая успешно сотрудничает с брендами, она размещается на обложках фэшн-журналов, была на обложке Vogue. Ну, то есть, по сути, это 3D-моделька человека, у которого есть своя история, у нее прописан характер, и бренды с ней сотрудничают. На самом деле это огромный прорыв в сторону не только вот изучения виртуального мира, но и экологии, потому что бренды отправляют просто вещи килограммами на рекламу блогерам, инфлюенсерам, а эти блогеры, как правило, они надевают эту футболку, грубо говоря, фоткаются для поста, и потом просто она у них лежит, либо они ее выкидывают. Вот. И таким образом планета захламляется, и как раз-таки 3D-одежда, она сделала такой большой рывок к sustainability, к более осознанному потреблению одежды, чтобы исключить вот эти вот единоразовые фотографии. То есть блогер, по сути, может просто отправить свою фотографию, а дизайнер бренда наложит 3D-модельку на него, и вот. И все счастливы, экология тоже не страдает. Я это к тому, что, в принципе, важно и можно, и нужно работать с диджитал-пространством, заходить в интернет, потому что сейчас, в принципе, если как бы вас нет в инфополе Инстаграма, интернета, ТикТока, и там Ютуба или там еще какой угодно сети, то, в принципе, вашего бренда уже, можно сказать, не существует, о нем просто намного сложнее будет рассказывать людям и сложнее его продвигать. Дальше. Мода — это мем. Маркетинг, бизнес и концепт, кроме того, что это мем. И в целом эти понятия, они объединены тем, что многие дизайнеры, они специально откладывают в
на показе в коллекциях одежды какие-то вещи связанные, ну то есть максимально неносибельные, абсурдные, те, которые потом выкладывают в паблики, там, не знаю, типа МДК, не знаю, он живой, не живой. Ну, в общем, какие-то вот крупные паблики, миллионщики, они такие, это что, современная мода? Вот я так, типа, в магазин пойду за хлебом. Вот. И, по сути, это делается специально дизайнерами, маркетологами и стилистами, которые проектируют показ для того, чтобы как раз это все завирусилось и разошлось по интернету. Вот. Потому что, когда Gucci делал пару лет назад свой показ знаменитый с драконами, головами, возможно, многие видели популярный тоже вирусный контент в интернете. Когда Gucci делал этот показ, суть была в том, что декорациями служили больничные койки, и модели шли как бы со своей головой второй, вот с копией своей головы, у них там был третий глаз у кого-то, ну то есть там такой реалистичный макияж, кинематографичный, и это разлетелось по интернету так быстро, что продажи Gucci там чуть ли не на 200% возросли. Вот. И стоит понимать, что такие вещи, они делаются не потому, что там дизайнер тупой, и он хочет переодеть всех жителей там в надувную лодку, вот чтобы у тебя голова торчала просто. Это инструмент маркетинга для того, чтобы все это было известным, все это продавалось, был рабочий бизнес, и таким образом дизайнер передает основную свою идею и определенный концепт коллекции. И вот касательно тоже тех же самых показов, в первую очередь показ — это шоу, ну, то есть фэшн-шоу, это некоторое развлекательное мероприятие, которое делается для того, чтобы вот люди наснимали в сторис, все это пошло вирусами, потом разошлось по интернету. И в целом показ, он служит для того, ну любая презентация одежды, он служит для того, чтобы дизайнер передал идею этой коллекции зрителям. Вот. И если потом посмотреть на одежду в интернет-магазине этого бренда, то, допустим, на показе мы можем видеть какие-то там неносибельные гигантские воротники трехметровые, а потом, когда это все выходит на производство, вот, то эти вещи, они вот, ну, упрощаются, становятся более функциональными и, в принципе, носибельными. Когда мы видим в интернет-магазине там коллекцию Рафа Симмонса, там нет вот этой вот постапокалиптичной какой-то красоты там с рваными треугольниками. Это все превращается в такой аккуратненький воротничок треугольный, и вот, в принципе, можно носить. Дальше. Примеры — это Рольф и Рауф, почти как Рауф и Файк, ижевские. Вот. Это знаменитые дизайнеры одежды, которые, можно сказать, стали популярными после вот этой коллекции одежды. Это мемные такие платья с принтами и там... Да-да-да. Вот. Потом в этих платьях появлялись там чуть ли не поголовно все звезды на красных ковровых дорожках. Это все разлетелось по интернету, там типа, когда там приходишь в клуб с подружкой, видишь бывшего и такая типа «no». Вот. И, в принципе, если вот эти вот шутеечки откинуть, то дизайнеры тоже передавали идею того, что одежда — это месседж, это то, что мы несем, в принципе, людям, и то, что мы можем сказать о своей идеологии, о своем мировоззрении. В ту же копилку идет огромное количество футболок и худи с принтами вот это с кириллицей, то, что там, не знаю, неизбежность какая-нибудь, вот, и так далее. Типа, огромное количество брендов, их сотни, там, любой школьник, он такой покупает китайские бланковые футболки, печатает там вот эти вот принты какие-то грустненькие, типа не такой, как все, и такой, все, я дизайнер одежды. Вот. С одной стороны, это тоже смешно, а с другой стороны, это все связано с интернет-пространством, с Инстаграмом, с тем, что, в принципе, сейчас информация воспринимается визуально, и мало людей читают подписи к постам. И, по сути, если раньше человек мог выразить свою мысль вот в этой подписи, то сейчас вот, ну, когда потеряла актуальность, в принципе, вот эта вот текстовая информация, люди просто пишут свою идею, ну, как бы на себе. Вот. И отсюда вот этот бум вот этих футболок, худи с текстом, с кириллицей, которые там подхватили после Рубчинского, после Волчка. Вот. И вот эта пара дизайнеров, они тоже, в принципе, об этом. Можно дальше.
Почему имидж это важно? Дальше. Во-первых, образ — это статус, и стилисты, в принципе, это люди, не которые просто подбирают одежду по сочетаемости, там, вот эти вот цветотипы, там что-то осенний, зимний, вот, это те, которые создают образ и статус человеку в обществе. И во многом стилисты, они сейчас занимают уже такую вот смежную профессию вместе с дизайнерами одежды, потому что стилист в первую очередь он отвечает за то, как показ воспринимается. То есть дизайнер, он производит концепты, по сути, и одежду, а стилист все это сочетает, добавляет какой-то антураж, и мы можем за счет его работы понять посыл, который нам несет бренд в своей коллекции. Вот. И кроме этого, образ — это имидж, это то, как тебя воспринимают в интернете, и это определенное место среди своих, ну, как бы принадлежность к сообществу, о которой я говорил. И здесь вот явный пример какого-то политика, когда мы видим человека в пиджачке и с галстуком, тоже вот относим его, то есть приписываем ему определенный статус. Рената Литвинова на показе Balenciaga, и вот там стилист прикольный, тоже как бы смотря на этих людей, мы в принципе понимаем какие-то их вкусы, какую музыку они могут слушать, в какой тусовке вращаться, в какие заведения ходят и так далее. Если их переодеть, то будет уже другое восприятие немного. Вот, дальше. Бренд — это идеология, и в целом от Луи Виттона до Волчка, то есть от тяжелого люкса до какого-то вот локального стритвира, этот тезис, он прослеживается, и это как раз-таки связано с тем, что одежды огромное количество, и по сути покупатель, если он хочет приобрести, грубо говоря, белую футболку, он не пойдет в магазин просто за белой футболкой, потому что этих белых футболок огромное количество, и то есть там в каждом бренде она есть. Он, скорее всего, если это представитель поколения Z, либо там какой-то прогрессивный человек, он, скорее всего, пойдет в бренд, чьи ценности, чья идеология отзывается внутри него. Ну, то есть, допустим, если бренд выступает там или позиционирует себя как те, кто топят за феминизм, то, скорее всего, человек пойдет за обычной бланковой белой футболкой к ним, потому что он тоже там топит за феминизм, чем пойдет в обычный масс-маркет, который свои ценности никак не транслирует. И поэтому многие бренды, они сейчас начинают рассказывать истории, они начинают рассказывать свою идеологию. Там какой-нибудь тот же самый Levi's поддерживает молодых музыкантов, они делают проект Levi's Front Woman, когда они ездят по регионам и устраивают кастинги для молодых музыкантов с женскими составами для групп. Вот. То есть мало сейчас просто создавать какую-то одежду, важно еще в эту одежду вкладывать определенный посыл, определенную идеологию, потому что люди покупают как раз-таки вот не вещь, а принадлежность к сообществу, и кроме этого они хотят поддержать ценности этого бренда. И если у вас есть, допустим, дорогой бренд одежды, ну или, не знаю, посмотрим на люкс типа Луи Виттона, то, ну, нет, ладно, не Луи Виттон, что-то слишком. Вот Rabbit Hole в Ижевске есть бренд одежды, у них трикотажная одежда, производство в Ижевске, это концептуальный бренд, у них шоурум, и, в принципе, у них одежда не такая дешевая, то есть там, типа, платье 1015 стоит, 20, вот, но при этом они транслируют идею, у них маскот проекта — это крольчиха Диана, и, то есть, Диана — это такая Wonder Woman, сильная женщина, там, вот, сильная, независимая, их целевая аудитория — это бизнес-вумен, там, лет 30-35, которые, там, сами сделали себе бизнес, сами сделали себя, ну, в принципе, уже создался такой примерный образ, но в то же время есть и, там, люди помладше, есть, там, подростки, у которых тоже откликается эта идеология где-то внутри, но они не могут позволить себе платье купить за 15 тысяч рублей, и поэтому они могут себе позволить купить, там, не знаю, какой-нибудь браслетик, значок, там, рублей за 200, за 300 от этого бренда, просто потому, чтобы поддержать вот эти ценности. Вот. Там вот еще пример Интеркосмос, это музыкальный подкаст бренда «Кружок», российский бренд одежды. То есть бренды — это не только про
один продукт, это про сообщество в целом и, там, не знаю, кружок, волчок, вообще практически любой стритвир, там вот Энтеросгель со Спутником коллаборация, там Энтеросгель написано «Надежда на завтра». Они сейчас производят не только одежду, они производят мероприятия, то есть это события, это какие-то там тусовки, это музыкальные подкасты, это выставки художников, и все продукты одного бренда, они объединены общей идеологией и общим посылом. То есть если мы возьмем потребителя там, одного из этих брендов, то мы можем собрать вот этот образ, то есть он носит такую одежду, слушает вот такую музыку, ходит вот на такие мероприятия, ему нравятся вот такие художники, он подписан вот на такие аккаунты. И вот это все как бы в себя включает позиционирование этого бренда. Вот, можно дальше. Чтобы тебя слышали, нужно говорить. Ауф. Ну, в принципе, это подводочка к тому, что сейчас я буду рассказывать про то, как рассказывать истории, вообще, как можно говорить о себе и транслировать свои ценности. Можно дальше. Что такое история, как их рассказывать? Как мы вообще работаем со сторителлингом? Сторителлинг — это довольно известное понятие. По-простому это рассказ историй. То есть вот, в принципе, уже поняли, что мало сейчас производить вещи и плодить вещизм. То есть это не актуально, это, скорее всего, мало кому зайдет. То есть это зайдет, если это будет закреплено какой-то вот уникальной формой, очень трудоемкой ручной работой. Вот, ну как бы, то есть люди будут покупать одежду не за идеологию, которую она транслирует, а за ручной труд дизайнера. Вот. Но не у всех есть возможность заниматься таким трудом, поэтому рассказываю о том, как можно говорить о себе и транслировать свою идеологию помимо одежды. Самое банальное — это соцсети, вот, ошибка. Интернет-магазин, рассылка, съемка, фильм. То есть разные каналы, которые помогают рассказать о себе, о вашем продукте. И как мы можем рассказывать? Мы можем рассказывать с помощью героя. Пример — это, постоянно, наверное, буду приводить в пример Волчка, потому что он делает все очень грамотно, захватывая просто все сегменты, и, в принципе, у него все просто и понятно. В общем, у Волчка, у бренда есть рубрика «Волчок-герои», она так и называется, где они рассказывают в текстовом формате о команде проекта, о тех, кто работает над созданием продуктов, о друзьях бренда. Ну, то есть люди, которые, в принципе, из одной тусовки, они там, мыслят одними ценностями, и с помощью героя определенного можно рассказывать о своей идеологии. С помощью команды, с помощью деталей, с помощью визуальной идентики. Визуальная идентика — это дизайн и общее позиционирование, то есть там в едином стиле цвета, в едином стиле шрифты. Виртуальное визионерство — это использование продуктов, которые только-только появляются на рынке. Допустим, там полгода назад хайпанули вот эти вот маски в Инстаграме, ну, в регионах, можно так сказать, так они хайпанули раньше. И вот все региональные бренды начали делать вот эти вот маски в Инстаграме. В Ижевске первым брендом, который сделал свою маску, как раз-таки стал бренд Rabbit Hole. Вот. И виртуальное визионерство тоже помогает создавать инфоповоды, когда вот что-то только-только появляется, там, не знаю, банальный мем с бананом появился, и вот вы подхватываете и постите у себя в соцсетях свою интерпретацию этого мема. Вот, то есть не обязательно это какие-то вот диджитальные такие вот сложные вещи, там, типа маски, которые нужно заказывать художникам и платить за это деньги. Это о том, что нужно быть в повестке в актуальной, анализировать и схватывать вещи, которые появляются, и не бояться их интерпретировать под себя, вот, потому что это дополнительный инфоповод, о котором начнут говорить, особенно в Ижевске. Там, в Ижевске вы там сделали вот эту вот маску, и все таки офигеть, бренд в Ижевске сделал маску в Инстаграм. Вау. Вот. Ну и мемы. Как бы мемы — это самый такой простой инструмент, потому что он не требует сильных каких-то вложений. Это, по сути, просто картинка с текстом, и там даже не нужны услуги дизайнера, потому что она не всегда такая эстетически и визуально приятная.
Вот, это вирусная штука, которая быстро распространяется по интернету. И в целом она простая и всем понятная. Вот. Можно дальше. Зачем вообще все это делать? Потому что тренды — это социальный феномен, и мода — это тоже социальный феномен. Вот. И можете бить, там, не знаю, в левый глаз людей, которые говорят о том, что вот мода стала современным искусством вот только в начале там, вот этого десятилетия. Я просто год назад был на показе в одном из музеев ижевских, и там как раз тоже был какой-то показ, что-то странный, там модели с цветами во рту. И вот, значит, стилистка, которая делала этот показ, сказала, мол, мода стала близка к современному искусству вот только недавно. Вот, я думаю, Маквин в гробу перевернулся, что ты несешь вообще, женщина? Вот, потому что мода — это социальный феномен, и это было всегда, еще там с 20 века. Здесь вот пример показ Александра Маквина как раз-таки, там вот где 3 женщины, похожих на Виагру. Вот. Это было в 97-м, по-моему, или 98-м, ну, короче, конец 90-х. И показ назывался «Изнасилованная Шотландия», где модели шли по подиуму, который был задекорирован кустами, цветами различными, ну, то есть как аллея в парке, и модели шли в разорванной одежде, у них был размазанный макияж, типа они шли вот так, вот там все. Вот, и эта картина показывала ситуацию, когда девушку только изнасиловали в парке. Ну, то есть это была актуальная проблема, то есть насилие над женщинами, вот это вот там, домогательство. Как раз, и он еще в 90-х как бы обращал с помощью одежды, с помощью показов внимание людей на актуальные проблемы в социальной жизни. Вот, то есть он не делал просто красивую одежду, он, как правило, устраивал шоу. И это делал не только Маквин, это делал и Маржелла, и Гальяно, и там Готье. Вот, и делают там эти бренды это до сих пор. И в целом сейчас то, что мода стала отражением того, что происходит в обществе, это особенно актуально как раз-таки из-за гиперболизации одежды. И, в принципе, дизайнерам сейчас уже не нужно производить просто одежду, потому что огромное количество выбора вокруг, огромное количество брендов на любой вкус, на любой цвет, на любой там ценовой диапазон. И как бы каждый может найти что-то себе по душе. И дизайнеры, они вот уже на грани с художниками производят определенные концепты, определенные идеи. Там вот пример с коллаборацией с Бургер Кингом. Это там вот снизу Джаред Лето как раз-таки в коллекции Гуччи со своей головой. И вот обувь синяя, это обувь с показа Баленсиаги, бренда Баленсиага, когда там еще Демна Гвасалия правил и создавал вот эти вот знаменитые свои фасоны. Ну, то есть Баленсиага чем она отличается? Она отличается многослойностью, потому что Демна Гвасалия, он из Грузии, ну, то есть он рос там во времена там, СССР, вот Грузия. Голодный, бедный, у него была небогатая семья, и как бы одевался на вещевых рынках, люди надевали на себя огромное количество одежды просто потому, что было холодно. И вот свою личную историю он рассказывает с помощью вот этих показов. И с помощью вот этого некого утрирования, то есть там 30 курток нацепил на модель, он показывает ну, как бы свою личную историю, то, что он пережил в жизни, в детстве, на своем опыте. И как раз-таки вот эта обувь, это ботфорты, чулки, которые тоже связаны с его детством, когда женщины надевали туфли, а сверху надевали колготки, потому что хотелось быть типа и женственными, и красивыми, с одной стороны, с другой стороны было холодно. Вот. И все это он транслирует с помощью своей коллекции, и как раз-таки это о том, что можно говорить о личной истории, и даже нужно. И вот там вот кроссовки Маржеллы и Прады, по-моему, с грязным принтом, они как раз-таки тоже не о том, что там дизайнеры, ну, как бы, с одной стороны, да, дизайнеры стебутся некоторые, вот, тот же вот, там, Демна Гвасалия, они о том, что мы видим на подиуме одну картинку, а когда мы покупаем вот эту вот там обувь за 70 тысяч рублей белоснежную, и проходит там какое-то время, она снашивается, она морается, она может рваться, там появляются катышки, и как бы
обувь с грязными принтами — это вот об этом. То есть тут тоже есть определенный концепт, заложенный дизайнером. Можно дальше. Собственно, тренды — это для дизайнеров одежды, мне кажется, наиболее подходящая тема. Там потом еще будет что-то про ткани у меня. Первое — это жизнерадость, то есть тренд на естественное старение. Сара Джессика Паркер вот изображена, которая осознанно не использует косметические средства, она не делает себе никаких инъекций, она не делает никаких операций, потому что она за вот эту вот эстетику увядания. Вот. И в целом здесь несколько кампейнов, рекламных съемок, вот там New Balance с бабулями, а вот посередине это модель из агентства «Олдушка». Ездил в Казань на неделю, случайно познакомился с создателем агентства «Олдушка». Выпендрился. Вот. И в целом это так называемые новые пенсионеры, и как бы это тоже в тему бодипозитива, в тему того, что все мы разные, и как бы даже если ты уже там пережил вот это вот понятие молодость, то не стоит отчаиваться, и в принципе как бы все может быть. Там, естественное старение, там, эстетика увядания и так далее. Вот, дальше. Хак. Тема о будущем. Вот про бабушек еще можно сказать о том, что это можно активно использовать, особенно в Ижевске, потому что у нас, я видел огромное количество съемок, и вот у нас есть конкурс Чебирай, по-моему, вот, где там есть как раз-таки пожилые модели, и как бы это все можно, все эти инструменты можно использовать и перекладывать на свои коллекции, на свои продукты. Хак или вечная тема о будущем — это то, о чем, в принципе, рассуждают все художники, все дизайнеры уже много лет. Еще там вот там писатели писали там какие-то романы антиутопии о том, как там в 2020-м будет. Вот, кстати, на днях вышел что-то «Дивный новый мир», сериал красивый, вот, посмотрите, если любите антиутопии. Это о биохакинге, о технологиях, о диджитале, о науке. То есть мода — это не только про производство вещей, это еще и про сотрудничество с наукой, это производство новых тканей. Все вот сейчас бьются над тем, чтобы создать ткань-невидимку. Вот, то есть ткани, которые там не мораются, не рвутся, которые не нужно стирать. И если вам близка эта тема, то ее можно тоже исследовать, изучать, искать связи с наукой, или вот, например, как делает Кружок, вот здесь вот. Они просто делали стилизованную съемку своей новой коллекции, посвященной, то есть это была коллаборация с Музеем космонавтики московским, коллекцией Интеркосмос, и они делали под такой Star Trek немножечко стилизацию. Вот, можно дальше. Урбанистическая этника, Glow Creative, это об исследовании городской среды. Вот. Как раз таки вот эти вот грязные кроссовки, я вот, да, уже говорил об этом. И Glow Creative — это про локализацию, про город, про урбанистику, про то, как одежда смотрится в городской среде, так как она с ней взаимодействует, так как она в нее вписывается, так как она может видоизменяться, когда вот мы находимся в городе, либо мы находимся на мероприятии. Исследование определенного культурного кода, работа со стенами, с улицами, и это, мне кажется, больше подходит к стрит-арт художникам, паблик-арт художникам. То есть тоже инструмент, который можно использовать в своем творчестве, это вот как раз-таки исследование городского пространства. Вот, есть в Ижевске девочка, она фотохудожник, XYY, там что-то XYY, по-моему, там. В Инстаграме не помню, как ее зовут, на А как-то, ладно. Вот, она выпускает фотографии, где она вписывает себя в разные городские, там, какие-то дырки, не знаю, щели. Ну, то есть там вот небольшая арка, и она там вот полусогнутая вписывается, либо она просто вот параллельно, то есть у нее ноги, голова здесь, и вот она параллельно находится над землей. Вот, ну, то есть он тоже исследует взаимодействие человека с городом, и это интересный пример. Если вы ее где-нибудь найдете, можете посмотреть,
Я не помню, честно. Можно дальше. Тенденции, приемы — это как раз вот по дизайнерам одежды, как раз по тем, кто шьет и производит и проектирует фасоны. То есть принты, мемы, мы об этом говорили. Технические ткани — это про исследование каких-то научных вещей. Прозрачные ткани, пайетки, бисер, сейчас огромное количество вот таких вот всяких браслетов. А гендерность — это о том, что одежда, она в принципе не имеет пола, и как бы какая разница, кто ее носит. Вот. Здесь примеры, некоторые вот там технические ткани бренда, то есть там какая-то ткань, которая, не помню, что-то у нее какие-то свойства есть. А вот молодой человек с коллекцией украшений бренда Омут, российский бренд, то есть они выпустили унисекс украшения, это Gucci, известные своим круизом. Вот, там вот вышивка, ручная работа. И как раз-таки вот этот год, он, там то, что там карантин был и так далее, он о переосмыслении модной индустрии и о том, что ручной труд — это очень круто, это очень классно, это уникально, и в целом, я уже говорил, что огромное количество вещей можем себе там позволить найти где угодно, на любой вкус, и как раз-таки если вещи производятся с помощью там ручных техник традиционных, Ульяна Сергиенко выпустила на днях свою кутюрную коллекцию, там крестцовая вышивка, крестецкая, короче, в деревне она отшивала свою коллекцию, вот, вместе с последователями вот этих вот традиций. И как бы Ульяна Сергиенко — это известный там российский бренд, очень дорогой. И вот она таким образом, она вернулась к своим корням, сохранила, можно сказать, вот эти традиционные техники и показала их в такой некоторой современной интерпретации. То есть современная интерпретация — это не значит, что там кепки на бок и там подростки татуированные. Вот, это может быть и в другом стиле. Вот, потому что я, когда работал с Чебираем, и мы вот вместе с ребятами из Bean Open консультировали их проекты, говорили о том, что вы бьете визуалом не в молодежь, которую вы хотите привлечь, а как бы вот в бабуль, которые к вам приходят в ваш дом культуры, плюс еще и даете рекламу в газетах. Ну алло. Вот. А они такие: мы хотим привлечь молодежь. И вот и Леша Баженов, директор Bean Open, вот мы им говорили о том, что делайте то есть позиционируйте себя на современном визуальном языке, и они сразу переполошились, такие: бабушки не поймут. Мы такие: так это не обязательно татуированные подростки, там зеленые волосы, это может быть и иначе. Вот дальше там покажу примеры, как можно делать иначе, при этом еще и бить в молодежь. Вот, можно дальше. Это список ресурсов, где можно хватать тренды, вдохновляться, это можно сфоткать. Первое — это Bean Open. Это мои хорошие друзья, очень классные ребята, у них офис находится в Питере. Сам Леша, директор Bean Open из Глазова. Вот. И это платформа, которая занимается развитием модной индустрии России. Они делают очень масштабный, там, типа, самый масштабный форум в России модной индустрии ежегодный. Они ездят с лекциями, они делают фестиваль Bean Open Films, а вот часть программы мы смотрели в начале. И очень много выпускают там интервью, текстовых материалов, видеоматериалов, связанных с актуальной повесткой модной индустрии сегодня. Вот, Boba in Paradise, это вот у них Boba Agency, это агентство из Сталина, тоже мои друзья. Они исследуют тренды, и причем они исследуют это на очень нетривиальные темы. Допустим, они выпускают исследование, посвященное изображению космоса в советском стиле, то есть в советское время, и то, как это сейчас в современности находит свое отражение. Ну, то есть такие вот небанальные темы. Trendskвire — это тренд-бюро, о котором я говорил, единственное в России, которое продает трендбуки. У них есть огромное количество материалов в свободном доступе, и, в принципе, у них лекции не особо дорогие, чтобы покупать. О трендах, о том, куда можно идти дизайнерам одежды, и как раз-таки большая часть у них не про идеологию, а вот именно вот
есть про вот эти вот пайетки, ткани, цвета, как бы чё куда. Вот. Но есть еще, не особо верю как бы вот в эти тренды по тканям, и есть еще такая байка, там, когда вот определяют цвет года Pantone, допустим, там цвет года синий, многие там в фэшн-индустрии шутят, мол, в Китае там синего цвета не продалось ткани, и вот они такие, а давайте-ка продадим. Вот. VFiles — это пример того, как можно находиться в повестке. Это, что это? Это платформа из Америки. У них VFiles занимается Джеймс, классный чел. И они знают просто все. Я не знаю, как он это делает. Он сидит в интернете сутками просто, но они вот так вот регулярно постят какие-то вот материалы, и просто там выходит какой-то инфоповод, и он уже есть на VFiles. Вот. Но это зарубежная платформа, в принципе, можно тоже посмотреть. Dazet, если вы хотите знать о том, что сейчас актуально для молодежи, и вообще, в принципе, вдохновиться какими-то визуальными материалами, смотрите Dazet. Телеграм-каналы — это Fashion Неожиданность, Drama Queen, Golden Чихуахуа. Это такие основные, которые вот я читаю о модной повестке. Они там затрагивают какие-то скандалы, что там уволили какую-то женщину, арт-директора из бренда за то, что она там слишком дорого одевается, когда всем плохо. Вот. Ну, как бы, да, с этим нужно быть аккуратно. И как раз-таки поэтому мода — это в понятии социального феномена, это еще и ответственность за свои действия, за свои слова, потому что сейчас это очень активно замечается, и это такая некоторая лакмусовая бумажка, то, как себя ведет бренд в обществе, и то, как себя вели бренды вот в этот период пандемии, это тоже очень показательно сыграло потом на их восприятие их же клиентов, потому что были бренды, которые вели себя не очень корректно, не очень красиво, и как бы понятно, что люди от них отвернулись, а были бренды, которые типа нам плохо, давайте объединимся, давайте сделаем какую-нибудь крутую штуку, и вот как бы давайте дружить. Вот. И это повлияло на их восприятие людей. И социальный феномен — это про ответственность перед людьми, особенно сейчас, когда за там, одно слово в тексте вас могут просто лишить всех ваших регалий, которые вы там заработали, и нужно быть, ну, как бы ответственным за свои действия, за действия своего бренда и своего продукта. И особенно вот еще заметно это в том, что сейчас создатели, арт-директоров, директоров брендов, их очень сильно отождествляют с брендами, по сути. Вот. И как бы если создатель, там, не знаю, напился на тусовке и сказал там что-то расистское в группе людей, то его могут просто уволить из этого бренда, и этот бренд начнут бойкотировать и там травить, и лишать каких-то там регалий, званий, переставать там его продавать в каких-то шоурумах. Вот. И как бы вот эти вещи, они очень тесно связаны. То есть нужно следить, в принципе, за своими действиями и никого не обижать. Вот. Еще вот подкаст Ани Радченко «Прорыв» с Ксенией Лери. Это создательница Transquire как раз-таки. Вот, у Ани Радченко крутые подкасты, ее можно слушать просто по дороге куда-то, она хороший интервьюер. Как художник она мне не очень нравится, но в целом подкасты, вот, можно дальше. Два слова, чтобы стать успешным, это личная история. Личная история — это то, что есть у каждого, это то, что не нужно покупать, это тот опыт, который, в принципе, каждый из вас прожил сам. Он его нигде не скопировал, ни у кого такого больше не повторится. И если и говорить о том, как продвинуть себя без денег, либо как продвинуть себя за малое количество ресурсов, то это трансляция определенной личной истории с помощью своего продукта и своих проектов. Так, там, да, дальше будут примеры, можно дальше. Вот, собственно, несколько инстаграм-аккаунтов, которые работают с традиционными мотивами в одежде, работают с этнотематикой, но подают это современно, в разных стилях, достаточно эстетично, они очень популярны. И практически за каждым аккаунтом стоит история того, что
там вот создатель этого там бренда, там или создательница, они там родом из какой-то там деревни, сейчас там живут где-нибудь в Нью-Йорке, и вот они возвращаются к своим истокам, к своим корням, просто потому что это интересно, это самобытно и это уникально. Вот. Дальше. Тоже вот пример аккаунта, как можно исследовать этнотематику и показывать ее достаточно современно. В принципе, этот аккаунт, он известен вот этими там фотографиями, тоже вирусными. У него, там, у этого художника были работы, где стояли там какие-то вот эти террористы с пакетами от Макдональдса на голове, или там жертвы у них были с пакетами от Макдональдса на голове. Ну, короче, очень известные работы у него были, по интернету гуляли. Вот, тоже интересно делает. Можно дальше. Ася Бореева — это дизайнер из России, она про мусульманскую одежду. Вот. И как раз-таки, если углубиться в тему каких-то традиционных техник и этнических коллекций, этнических дизайнеров, то можно заметить тенденцию к тому, что многие стали использовать в своих работах хиджабы, то есть ткани, которые закрывают лицо, закрывают голову. Вот, не только дизайнеры, которые работают с мусульманской тематикой, и это было еще до пандемии, до вот этой вот кучи масок у всех дизайнеров. Вот. И Ася делает очень красиво, очень эстетично. При этом у нее есть и вполне какие-то современные вещи, типа обычных бананок из традиционных тканей, таких типа старинных. И есть вот такие кутюрные вещи очень сложные, которые она шьет своими руками, продает, и для вдохновения можно за ней следить. Можно дальше. Полина — это девочка из города Чебоксары, вот написано. Она исследует чувашскую культуру народную и тоже делает это достаточно эстетично, достаточно стильно, красиво. Вот, в принципе, не особо сложно для исполнения. Она, по сути, надела на себя обычный традиционный костюм. То есть, если в предыдущих примерах было некоторое переосмысление фасонов, переосмысление идеологии подачи, то здесь вот как вот носили, так вот она и делает. Просто берет за счет композиции, качества фотографии, за счет там легкого макияжа, вот, за счет локаций. Вот, хороший пример того, как можно вот работать с национальной культурой, не видоизменяя ее совсем, но при этом так, чтобы это было интересно как бы и молодым людям, и людям в возрасте. Вот там, типа, у нее по 7-8 тысяч лайков она собирает, достаточно известный человек. А еще она известна тем, что у нее, она делает еще маски с кокошниками какие-то, вот такие вот разные. И она делала маску кокошник, но там были такие, как белые камеры, эти вот, которые следят. И потом эту маску купили Gucci, адаптировали под себя, сделали Instagram-версию. И вот, как бы девочка такая живет в Чебоксарах, а ей Gucci пишут. Вот. Дальше. Это вот Манка. Юля, она из Можги. Она только-только закончила школу. Очень она мне нравится. Прям вот классная девочка. И она тоже в последнее время активно увлеклась исследованием удмуртской культуры, некоторым переосмыслением, вдохновляется сказками и ритуалами удмуртов и делает определенные, ну, там, некоторые вещи, в основном это аксессуары, тоже вот основаны на традициях удмуртов. Вот. И еще что там, художница пишет картины, делает какие-то украшения. В общем, такой творческий, активный подросток. Вот. Можно дальше. Нельзя не упомянуть Джанкой. Джанкой — это Маша. Маша училась в высшей школе экономики на направлении мода в Москве. Или в Британке ли она училась. Вот. Ну, короче, училась в Москве, потом она переехала в Нью-Йорк. И Маша работает с
тоже этнической темой, но ее концепция в том, что в принципе все этносы, они между собой очень перекликаются, они очень похожи, и она часто соединяет национальную российскую какую-то русскую вот эту вот эстетику с африканской народностью, потому что у них прослеживаются вот эти вот общие какие-то орнаменты похожие, общие техники, и в принципе, как она говорит, любая вот эта вот традиционная одежда, она между собой похожа. И зачем разделять, если можно все это вместе совмещать и как бы красиво делать. Вот. Маша занимается в основном ручными какими-то техниками. У нее были коллаборации с Puma, с Adidas. Она делала и майки, и кроссовки, которые были вручную вышиты бисером. Ну, то есть там был такой типа кастомайз. И ее фишка в том, что она не просто говорит о том, что типа давайте делать, вот круто возрождать традиции. Она как бы так по улицам ходит, в принципе. Вот. И, ну, на мой взгляд, в Нью-Йорке это смотрится очень стильно. Когда там приходишь на неделю моды Нью-Йорка, и там вот как бы стоит Маша. Вот. Сразу все стрит-стайл-фотографы ее. Вот. Не знаю, как это бы смотрелось в деревне Удмуртии, это бы, ну, просто, мне кажется, вписалось в контекст, и, ну, такие, ну, окей, как бы. Вот. Но в контексте какого-то большого города это выглядит очень стильно. Вот. Дальше. Некоторые ресурсы, за которыми можно следить, это Maker of Siberia, мастера Сибири. Проект, который рассказывает о крутых кейсах из Сибири. Они пишут статьи, они рассказывают о дизайнерах, о музыкантах, о там, не знаю, художниках, о кофейнях, обо всем, что уникально, в принципе, обо всем, что работает с какими-то личными культурными кодами. Вот. Но они исключительно про Сибирь, но у них там как бы можно вдохновиться. Мастера Академия, вот не справа, это как мастера Сибири, только крупнее. Ну, то есть мастера Академии, это вот они про всю Россию. И чем они уникальны, у них есть курсы, огромное количество курсов, которые в бесплатном доступе, их можно смотреть. Там доступны лекции короткие, минут по 8-10 идет лекция. И они на достаточно узконаправленные темы. То есть там из разряда, как организовать фестиваль в регионе, как открыть там книжный магазин в регионе. Вот у нас, кстати, Герман, который в ЦСДР открыл Кузибай, он прошел их курс по книжным магазинам, съездил на практику, вернулся и открыл магазин. Вот, да. Оксана Бода также ездила на практику по организации фестивалей, там делала фестиваль крупный в Питере, и я тоже проходил их курс по тому, как работают локальные медиа, и проходил практику в «Бумаге». Это крупное издание в Питере находится. Вот. И фишка в том, что они оплачивают все эти стажировки. Деньги у них от того, что их спонсирует «Газпром». И типа там не нужно бояться того, что там что-то подпишешь, а потом с тебя потребуют 100 000. Вот. Они, в принципе, оплачивают вот эти стажировки, там самолеты, отели, суточные дают даже на еду, на проезд. Вот. И у них очень крутые курсы, и они как раз-таки узконаправленные. Вот. В этом они мне очень нравятся. Не потому, как там, типа, как придумать идею. Вот и такой, ага. А вот прям вот сегмент, там, ювелирные украшения, бижутерия, там, не знаю, одежда и так далее. Вот. Calvert Journal — это британский, по-моему, журнал, который запустили проект Russia Z, вроде, или Z Russia, не помню. Ну, короче, они зашли на российский контекст, вот, запустили проект, связанный с художниками, которые работают в регионах России, которые рассказывают вот эти вот личные уникальные истории, и их особенность в том, что у них есть микрогранты на то, чтобы художники могли реализовывать свои проекты. Вот, так куда-то в Удмуртию приезжал художник из Питера, недавно делал там фотопроект, вот, тоже связанный с какими-то там удмуртскими сказками. Вот. И они тоже пишут об огромном количестве проектов, за которыми можно следить, которые можно знать.
Вот. Ну, по-моему, заканчиваю уже. Можно дальше. Да. Собственно, спасибо за внимание. Мой Инстаграм. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить. Тишина. Девочка, которая вписывается в городской интерьер, Олеся. Олеся. Она тут недавно еще выпустила серию, где она там, вот, Динамо, забор вот этот огромный, там вот эти вот штыри, ну, то есть сколько он там метров, и она просто над ними вот так висит. Да, я видел. Типа... Это в Инстаграме или она где-то выставлялась? В Инсте. Но это у нее какой-то второй аккаунт, вот. Но это прям мощно. Вот. Расскажите про свои проекты. Вы говорили, что вы занимаетесь сейчас какими-то... Ага. В сфере моды проекты или вообще в целом? Ну вот, у меня была школа будущих трендов «Одежка», которая грантовым проектом была год назад, по-моему, да, она закончилась. Вот, сейчас это такая вялотекущая деятельность на базе платформы ВКонтакте или там в Инстаграме, но мне лень этим заниматься, я так иногда пишу статьи. Вот, также я работаю над проектом «Культурная мозаика Удмуртии», веду соцсети и консультирую участников, ну, то есть экспертирую их. Вот, по вопросам креатива еще я в данный момент стилизую съемки коммерческие. Вот сегодня там будет крупная съемка. И занимаюсь, как это сказать... Короче, есть программа «Форсайт» национальной технологической инициативы. Это крупная штука по всей России, которая включает в себя разные отрасли. И у них есть одна из отраслей — это WearNet, то есть все носимое, связанное с одеждой. И, короче, я в числе 30 или 40 экспертов по всей России, которые вот там 2 раза в неделю созваниваются в Zoom, и мы проектируем будущее моды России на ближайшие 20 лет. Вот. Как-то так. А еще, ну, занимался ивентами, сейчас их, понятное дело, нет, как какими-то локальными, небольшими, типа организации лекций, небольших вечеринок, так и там открытие автосалона Porsche, презентация BMW X какой-то, не помню. Вот. Ну, то есть такие типа крупные мероприятия, общегородские мероприятия. Вот «Открытый город» мы делаем несколько лет подряд. Ну, то есть в основном это ивент, образовательные какие-то вещи и стилизация либо консультации представителей фэшн-индустрии. Вот. Ну, вот смотрите, жизнь у вас такая достаточно насыщенная, интересная. То, что касается молодежи, мне кажется, с горящими глазами смотрят, чем вы занимаетесь, тоже бы захотели заняться. А насколько, как сейчас все на интересе, а дальше в будущем-то, наверное, тоже будет интересно узнать, насколько материально это... Хорошо. Ну, в смысле, есть какие-то там некоммерческие вещи, то есть... Это работа не за идею. Да, конечно, да. Вот, как писала Марина Васад, нельзя делать бесплатно. Вот, не, но во всяком случае есть какие-то имиджевые вещи, которые все равно нужно делать, чтобы, ну, как бы говорить о себе, чтобы были кейсы, и есть, конечно, коммерческие проекты. Вот. А с брендами, то есть я бесплатно редко сотрудничаю, съемки я бесплатно не стилизую. Вот, также есть проекты, которые поступают из Москвы, из Питера, вот от Bean Open, там, от других ребят. Мы делали вместе антикризисную конференцию в Ульяновске, которая проходила в конце апреля. Вот, это тоже была коммерция. Ну, как бы, да, все хорошо. Потому что нельзя работать только за одну идею, хотя работать за идею можно. Но это было так вот первые там 2 года, когда вот, а потом уже постепенно стали приходить коммерческие заказы, и там вот такие вещи, когда там, не знаю, из разряда тебе говорят: поможешь с организацией, сколько тебе заплатить? Ты такой: заплатить? Вот. И ты говоришь: ну, 10, а они говорят: так, 40 давай, и потом нормально. Вот. И типа немного так вот меняется в голове то, что ну как бы да, а что, типа мне тут платят там 50 тысяч за проект, и вообще нормально. Вот. Молодой, весело там за идею поработать. А когда уже не молодой, ты работаешь просто за идею, начинаешь,
даже как художник начинаешь деградировать. Мне так кажется. Если просто за одну идею. Ну да. Ну, в целом, там, даже как бы, если там И многие... в то же время, если жить и работать не за идею, то это тоже плохо. Ой, я не могу, меня так испортили в универе. Мне препод дал свободу на первом курсе, сказал, ты можешь делать свои проекты в городе. Но я как бы начал делать, а потом я не смог в офисе работать. Вот. Типа ни в какую. И теперь вот мне приходится делать свои проекты. Потому что А вы где учились? в УРГУ на графическом дизайне. Или предметном, ну, графическом. Вот. И как бы, да, это тоже вот постоянное самообразование, потому что я, ну, стараюсь достаточно нормальные там суммы вкладывать в самообразование, покупать постоянно курсы. Есть там вот, допустим, доступы к BNopen, курсам BNopen, которые выходят постоянно, у меня к ним доступ, в принципе, свободный. Вот, и это все время там какие-то вебинары, курсы, лекции, еще там статьи. Вот, ну то есть, чтобы заниматься какой-то креативной деятельностью в регионах, нужно всегда быть в повестке и всегда знать, что вообще происходит в мире, и следить за тем, что как бы вот меняется. Вот. А еще важно выезжать куда-нибудь, потому что я не могу в Ижевске долго находиться, меня все бесит. Есть еще вопрос? Спасибо, Кирилл, что ты без меня тут все это провел. Спасибо. Так как меня не было, я хочу, чтобы каждый сказал вот буквально один тезис, что вам больше всего запомнилось из этой лекции. Какую-нибудь яркую фразу, яркую мысль. Крутится, лохомутится. Это да, это да. Да, в общем, смотри, Кирилл тут задружился с иглинскими дизайнерами, и я подумала, Ого. что тебе надо подарить вот такую вот дизайнерскую штуку от игринцев, куда-нибудь ее приспособишь. Спасибо. 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 Ну прямо это, как день рождения. Не знаю, Вот. про что вы разговаривали, может быть, поделитесь тогда какими-то своими ощущениями и вопросы задаете, если что-нибудь задавали. Ну вот смотри, мы шьем коллекцию, да, вот мы со своей коллекцией, куда вообще можем ткнуться в этой фэшн-индустрии Удмуртии? Интернет. Куда? Интернет. Ну, смотря как это позиционировать, потому что, мне кажется, вот как бы всегда в позиционировании есть два пути. Есть вот эти вот какие-нибудь региональные газеты, вот, и есть зарубежные журналы, как вот Calvert журнал, о котором я рассказывал, у которых другая эстетика, у них другое инфополе, но фишка в том, что если ты вот в этой среде вот этих вот газет, то они публиковать не будут, ну то есть... Вот. Либо это сделать очень по-разному, то есть один контент там, сюда, такую фотосессию, а более какую-то авангардную для других журналов. Вот. Я рассказывал, там приводил в примеры там, Мастера Академия, Calvert журнал. Это платформы, которые рассказывают о региональных кейсах, уникальных каких-то, вот, с ними можно посотрудничать. Там как бы очень открытые, хорошие ребята работают. Вот. Можно попробовать это все дело продать, там, блогерам задарить, еще там куда-то. Вот. Да, спасибо, хорошие мысли. Надо подумать. Так, какие еще идеи? Ну, в принципе, у нас мастер-класс следующий будет в 3 часа, поэтому, ну, можем тебя еще 15 минут потискать. Потому что я вот очень рада, что мы записываем лекцию. Я, например, потом послушаю обязательно, чем я сейчас занималась. Я вообще составляла программу Кубыс фестиваля. Это большой музыкальный фестиваль, который пройдет в эту субботу. Вот. И, ну, как вы знаете, да, в арт-резиденции мы занимаемся совершенно разными направлениями. И так получилось, что у нас параллельно мода, параллельно у нас большие музыкальные фестивали, в том числе Новат, который прошел 3 недели назад, и сейчас Удмуртский фестиваль.
Ну что, не хотите свои мысли высказать, да? Что вам понравилось? Голая попа показывала какие-нибудь? Нет, убрал. Нет такого. Просто вот кто-то боится, что слишком фэшн, слишком дерзко, и это вообще некрасиво. Ну я клипы Фараона обычно показываю. Все такое. Вот. Но вначале я показывал фильм про Омскую школу дизайна, тут еще кто-то подошел. Если вы не видели, посмотрите, он есть в ВК, на Ютубе, в открытом доступе, так, по-моему, Омская школа дизайна. По-моему, фильм называется «55». Вот. Денис Меркушев его делал. И мне кажется, что эта история, она очень похожа на то, что сейчас происходит в арт-резиденции в Ижевске, когда, по сути, на самоорганизации ребята создали феномен, за счет того, что вот у них была Галина, отчество не помню, Галина Толмачева, ну то есть руководительница этой арт-резиденции, взрослая женщина, она вот там интервью давала на фоне таблички, там что-то чтение убивает, по-моему, написано было. Вот, либо не она. Ну, в общем, они были под руководством достаточно взрослого человека, но при этом она их направляла и давала свободу самовыражения вот этим вот подросткам, которые там проводили свое время. И за счет вот этих каких-то вот связей получилось создать определенный феномен, то есть когда сталкивается опыт взрослого человека, который может направить и помочь с вот этой вот молодой силой там, визионеров, молодых, горячих, и те, и другие друг друга понимают и дают, в принципе, друг другу свободу, то может создаться определенный феномен, о котором будут говорить по всей России. И вот, насколько я знаю, Галина Толмачева, она читает лекции в Британской высшей школе дизайна в Москве, и там ее по России постоянно возят с лекциями, ну, то есть прям на расхват. Про них вот сняли фильм документальный небольшой. И об Омской арт-резиденции за счет этого говорят по всей России, не только России. Ну, у меня тоже есть опыт сотрудничества, соприкосновения с Омской школой. Дело в том, что мы ездили на фестиваль Canva, нас приглашали, чтобы мы показали коллекцию удмуртских дизайнеров. Это была Галина Креста, это были вещи Татьяны Москвиной и, кажется, что-то из моего старинного. И когда мы попали в этот ряд дизайнеров и каких-то коллекций интересных, мы были очень сильно удивлены, потому что, во-первых, это очень высокий уровень постановки дефиле. Это ребята, которые просто как хобби ходят на... У них есть такой театр мод-образ. В общем, они просто ставят сами же музыку пишут, например, сами же постановки делают. И это все очень высокие, красивые девушки, юноши. Они все прям как на подбор, в отличие от нас, взрослых удмуртов. И, кроме того, очень были крутые вещи. Видно, что это очень высокая профессиональная среда, университетская, что это большая индустрия там у них. И теперь я хочу съездить в Омск. То есть прямо я поняла, что это очень-очень крутой город в плане моды. У них 2 есть больших конкурса. Один, по-моему, так и называется «Сибирская этника», по-моему, бывает весной или осенью. И один весенний тоже такая неделя моды в Омске, скажем. В общем, весной и осенью. Поэтому вдруг когда-нибудь надо приехать. Можно, кстати, фильм снять, типа как вот у них. Я хотела еще спросить у тебя, вот ты работаешь с локальными, да? Все равно ты разбираешься, видишь именно какие-то фишки местные. Как ты думаешь, в соседних регионах или вообще где по России какие-то очаги интересные моды и чем они, что в них характерного? Чем они интересны? Ну, то есть, что бы ты там, выделил? Вот Омск, например, да, ты выделил? Ну, про Удмуртию, наверное, уже не будем говорить, тут все понятно. Но Омск — это самовыражение на самоорганизации максимальной. Казань, там есть немного моды, но она очень такая прилизанная прямо. Вот я тут был в Казани и вообще практически не видел людей, которые бы выглядели как-то там стилево. Там очень мало людей с татуировками на меня так реагировали, типа вот. Там практически нет каких-то вот людей с неформальной внешностью, но при этом все выглядит очень ухоженно, очень аккуратно. И вот мода у них, в принципе, такая же, с акцентом на национальные традиции. Вот я там приводил в пример там коллекции одежды
с мусульманской вот тематикой у Аси, по-моему. Вот. Потом есть Нижний Новгород. В Нижнем хорошая там основа. И Нижний Новгород — это про винтаж. Прямо вот у них развита вот эта вот винтажная движуха. Мрачное прошлое. Да, да. И там и Village местный пишет про подборки винтажных каких-то там магазинов. И у них огромное количество шоурумов подобных, которые там есть. И стилисты у них классные. Потом есть в ЕКБ тоже ребята. Они еще базируются в доме Маклецкого. Дом Маклецкого — это что-то тоже вроде арт-резиденции Ижевской. Только они как-то там его отвоевали. Вот. И у них есть, не помню как там, короче, у них есть шоурум, который вмещает в себя секонд и одежду местных дизайнеров. Еще они продавались в Камнях, тоже арт-пространство Камни, у меня знакомый открывал в свое время. Вот. И как раз если говорить про вот эту вот локальную идентичность, то это вот Екатеринбург, потому что у них на каждой, вот просто на каждом столбе написано «Урал, Урал, Урал». Там приходишь в Ельцин-центр, в магазин с мерчем, и там везде «Я с Урала», там, типа уральские футболки. Засунь эту футболку в морозильник и почувствуй холод уральских гор. Там какие-то свечи с горами, везде бетонные какие-то подсвечники. Носки с Уралом, там просто вообще вот, не знаю, самих екатеринбуржцев их немного уже как бы подташнивает от этого, потому что у них везде там Урал, 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 ЕКБ, 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 вот, но это тоже своеобразный культурный код, который есть в моде Екатеринбурга, и мерча у них огромное количество, вот. Ну это как Сибирь тоже, да? Мгм. Футболки башкирские, люби меня, я же из Башкирии, подобные вещи. То есть это очень всегда актуально. Людям, тем не менее, всегда хочется подчеркнуть, да, я из Удмуртии. Мы видели на Алиэкспресс. Да, Удмуртия, она вообще как там сзади на спине Удмурт вот так вот. кайф. А что ты знаешь про северный дизайн? Вот я Какой? кое-что знаю, я поездила. Удмуртский? Именно вот про север. У меня сложилось ощущение очень цельное, что север — это вообще отдельная такая тема, Мгм. отдельный какой-то тоже культурный код, вплоть до того, что у них, например, на севере собирали вручную жемчуг, прям шептали, разговаривали с ним, чтобы он прижился в костюме. То есть это такая тоже работа с ландшафтом. Понятно, что мода как бы отражение ландшафта, да, и для них это тоже такая сакральная тема. Белое море, например, как бы оно влияет опять-таки на поморскую культуру, на финно-угорскую, на карельскую. Я же тоже занимаюсь поиском, да, этой идентичности, что такое удмуртская мода. Мне всегда интересно сравнивать, что у соседей. Что, про север я не знаю. Я до туда не доезжал пока. Да. Только вот про северных удмуртов знаю. Вот, там, игра. Вот. Ну, как ты думаешь, сейчас появляются новые имена в удмуртском каком-то сообществе? Фэшн, в кавычках. Ну, мне кажется, да. Ну, вот был вот этот вот пик дизайнеров, которые делали футболки с принтами, с текстовыми всякими. Вот, где-то полгода назад, может, чуть побольше. И там, ну, там реально каждый школьник, он такой, типа, закупает там 10 футболок, делает принты какие-то там вот в печати, в шелкографии, и такой, все, я дизайнер, я продаю. Создает там инстаграм-аккаунт на 20 подписчиков, и вот это вот все. Но сейчас за карантин пока как будто бы вообще все затихло, потому что и бренды, с которыми я работал, они такие типа, мы пока не работаем, у нас денег нет, вот мы сидим, ждем лучших времен. Вот, ну, не знаю, жду. А еще я знаю, что ты знаком с Ромой Уваровым, или как-то ты с ним пересекался. В общем, очень нравится мне этот дизайнер. Я показывала уже Пупсик. девчонкам, что я когда увидела его цыганскую коллекцию, мне показалось, что это что-то такое удмуртское. И цены-то у него хорошие, просто надо пойти уже на эту распродажу и купить. Ну да, он, кстати, тоже хороший пример того, как он рассказывает свою личную историю, потому что он там
Где он? Он жил в женском общежитии с цыганами и не мог, ну, когда учился вот в универе, и не мог выйти из комнаты иногда, потому что там спал бомж, типа, как бы. Он такой отодвигал его, перешагивал и шел. И там его дорога проходила через свалки, какие-то барахолки, и вот этим он вдохновлялся, это его окружало, потому что там еще Краснодарский край, колорит, все вот эти вот люди странные там тусуются. И как бы все это повлияло на его визуальные вот эти вот какие-то вещи, и он все это сейчас транслирует. Плюс он еще офигенно залетел на Mercedes-Benz Fashion Week. Я как раз тоже был на его первом показе, и там участвовали модели из Олдушки, у него была коллекция с этими, с вставками из рентгеновских снимков, там что-то какие-то серьги из них были, еще там что-то. Вот, и его заметил Денчик, как его зовут? Чувствуете, да, на одной волне. В общем, у него шоурум Der Progress. В Париже они открывают ежегодно 2 раза в год там что-то шоурум российских дизайнеров, привозят туда каких-то ребят и просто устраивают там тусовку и знакомят их с байерами, с заказчиками, с клиентами. Вот. И он заметил Рому Уварова и такой, типа, погнали в Париж, а тот такой, погнали. Вот. Это про то, что, наверное, нужно тоже быть в тусовке, как бы общаться. И поэтому нужно выезжать, потому что, когда я там выезжаю из Ижевска, я прихожу там, не знаю, на винзавод, и ко мне там тот же Денчик, который вот делает шоурум в Париже, он такой, о, я тебя знаю, там что-то вот одежка в Ижевске, я думаю, ну нифига себе. Вот, потому что на самом деле фэшн-тусовка, она очень такая маленькая, и там все друг друга знают. Как бы, мне кажется, любая творческая тусовка и в Ижевске, и в мире, и в России. Вот. Тем более, если ты хороший дизайнер, то... Ну, получается, что дизайнеру очень важно чем-то вдохновляться. Ну, понятно, что любому художнику, да? У Уварова это, оказывается, цыгане в общежитии. А, например, ты чем вдохновляешься? У тебя были коллекции? Ты что сам? Нет. Я только недавно значки выпустил с карандашечной, но уже их нет. Вот. Не знаю, мне просто комфортнее как-то с людьми работать. То есть, типа, так немного за стеночкой. Вот. Ну, классно, меня опять вдохновило.